Салям алейкум. В прямом эфире АТР мы говорим снова о Крыме, о перспективах его освобождения с первым заместителем министра по оккупированным территориям и временно перемещенным лицам Юсуфом Куркчи. Хош келдиңиз, Юсуфбей. Салям алейкум. Салям алейкум. Юсуфбей является, я уже представил, что в министерстве работает первым заместителем. Министерство было создано 7 месяцев назад, и Юсуфбей с тех пор работает в этом министерстве. Министерство было создано на основе, на базе тех ведомств, служб, которые были и решали вопросы по Крыму, по городу Севастополю. И на базе этого ведомства создали ваше министерство. За 7 месяцев что удалось сделать министерству? Какие плоды уже можно увидеть? Ну, говорить о каких-то конкретных результатах может рано, но на самом деле первые 3 месяца мы работали вчетвером. Это был министр и 3 его зама. После утверждения в бюджете строки расходов на министерство мы уже могли полноценно заниматься тем, что набираем персонал, обучаем его. На сегодняшний день штатное расписание министерства заполнено немногим больше, чем на 60%. Идет обучение персонала, идет та текучая работа, которая есть в любом министерстве. Это касается как бы общей такой деятельности. Ну и идут определенные наработки по, скажем, нашим функциональным направлениям. А нашими функциональными направлениями является восстановление Донбасса, Луганска, занятых этих районов, работа с оккупированными территориями, то, что касается Крыма. И вынужденные переселенцы – это те люди, которые были вынуждены вследствие агрессии Российской Федерации покинуть свое место жительства. А таких людей сегодня по Украине, по разным оценкам, более 1,5 миллиона человек. И растет или же все-таки остановилось поток? Ну, как бы даже если сегодня, я скажу, что вот сегодня мы зафиксировали эту цифру, а завтра там начинаются какие-то, скажем, элементы того, что усиливается агрессия, да, и усиливаются какие-то элементы боевых действий, то естественно, что это количество людей в ближайшее время можно ожидать его увеличения. Если какое-то время, скажем, режим без серьезных военных действий, то часть людей, естественно, имеет определенный интерес вернуться, чтобы каким-то образом удостовериться. У многих остаются там престарелые родители, у многих хозяйства, и они имеют право и каким-то образом все равно возвращаются для того, чтобы решать свои какие-то вопросы. Если же вернемся к работе министерства, много ли работает людей, которые именно выходцы с оккупированных территорий, потому что именно эти люди знают, к примеру, кто из Крыма, вы, к примеру, знаете то, что в Крыму происходило, то, что нужно делать, то, что можно сделать из Донбасса. Много ли людей или же привлекли людей из других регионов? Ну, критерием отбора, конечно, не был регион проживания предыдущий. Критерием отбора остается профессиональный момент. И отвечая на первую часть вопроса, то в министерстве есть, конечно, люди, которые сами являются вынужденными переселенцами и работают. И есть люди, которые непосредственно, скажем, жители других регионов, но посчитали необходимым посвятить свою часть своей жизни в работе в министерстве. Вы считаете себя переселенцем? Ну, здесь не в том, как человек себя считает или не считает, ощущает или не ощущает. Ну, де-факто я переселенец. И смотрите, в Украине, как мы уже говорили, Крым в оккупации, Донбасс, Луганская и Донецкие области находятся не под контролем украинской власти. Что в приоритете украинской власти? Освобождение Донбасса, освобождение Крыма? Ну, давайте... Приоритеты, может быть, есть какие-то? Я вам скажу одну вещь. Неправильно искать приоритеты в этих двух вопросах. Другое дело, что статус, скажем, сегодня временно оккупированных территорий Донбасса, некоторых районов Донецкой и Луганской области, или же территории оккупированного Крыма, она несколько иная. И поэтому подходы в решении тех вопросов, которые сегодня на повестке дня, они также несколько отличаются. Но говорить, что сегодня Донбасс или Луганская область или Донецкий регион, они в большем приоритете, чем Крым, это было бы неправильно. Но просто стоит прекращение огня, или же Крым, как бы говорят, мирно живет, нет войны, не стреляют, поэтому власть
меньше уделяет, может быть, внимания проблеме Крыма? Я еще раз говорю, на первый взгляд может показаться, что если в новостях разных национальных телеканалов больше показывают как кадры из окопов, которые, может, справедливо показывая заботу и службу наших воинов на конфликтных местах, и не показывают вопросы, которые касаются Крыма, это не значит, что в приоритете этих вопросов нет. Вы сказали, что переселенцев на материке, это крымчан, которые переехали с Луганской, Донецкой области, более 1,5 миллиона. С какими проблемами люди сталкиваются? Есть ли проблемы при поиске жилья, при обустройстве на работу, к примеру, или же другие проблемы? Ну, скажем, эти проблемы, наверное, известны всем переселенцам. Это, естественно, что временное жилье, которое необходимо снимать, и временное место работы, а может быть даже и постоянное место работы, которое могло бы или давало бы возможность и снимать жилье, и те, скажем, социальные вопросы решать перед каждой семьей. Они свои, они очень разнятся. Вот. И по разным оценкам, в том числе и оценкам наших международных партнеров, в первую очередь речь стоит об трудоустройстве. Потому что наличие стабильного, хоть какого-то, но стабильного заработка, он позволяет решать все вопросы по следующей цепочке, которые там и жилье, и детские сады, и школы для детей, если они такие есть. Вот. И поэтому и в тех рекомендациях, которые мы, над которыми мы сейчас работаем, это как раз-таки то, чтобы эту возможность по созданию рабочих мест было в приоритете принимающих громад. А принимающая громада – это та территория или то население, та громада, в которую приезжают переселенцы. Решая вопрос трудоустройства этих людей, мы параллельно решаем все остальные вопросы и по жилью и так далее. Помогают ли международные доноры в этих вопросах по поводу обустройства людей, по поводу поисков, создания мест работы? Международные партнеры помогают тем, они показывают и дают возможность выработать те национальные механизмы и инструменты, которые должны использоваться государством для того, чтобы решить ту или иную задачу. Ни один международный партнер и ни одно государство не придет к своему, даже самому хорошему соседу и не скажет: давайте этот вопрос решу я. Он говорит: давайте я вам помогу решить этот вопрос. То есть помощь оказывается именно вот в таком плане. Говорили о переселенцах из Крыма. Есть ли общее количество переселенцев из Крыма? Растет ли оно? Ну, к сожалению, точной статистики ее нет. Это, может быть, даже несколько усложняет вопрос анализа проблемы и поиска каких-то там решений касательно этой проблемы. Но по общим таким оценкам переселенцев с Крыма где-то порядка 50-60 тысяч. А переселенцев, все остальное, это Донецкая, Луганская область. Известно ли количество крымских татар из этих 50-60 тысяч? Потому что нет точной цифры, может быть, в министерстве есть. Да, оценки очень условные, потому как нет той формы, по которой бы учитывался национальный состав, нет той пока базы, которая могла бы давать анализ по гендерному признаку, по возрастному признаку, по количеству детей в семье. То есть пока общие данные, которыми мы располагаем, они нам не дают возможности увидеть демографическую всю структуру того населения, которое переместилось с одной точки в другую. Много молодых пар переехало с детьми и по несколько детей, поэтому не возникает ли у них проблем с устройством школы, в садике? Есть разные, скажем, примеры. Но большинство этих, скажем, ситуаций, они решаются положительно, и здесь надо отдать должность, скажем, тем принимающим громадам, которые с пониманием относятся к тем, скажем, случаям, когда нужно пожертвовать своей очередью в пользу, например, того же вынужденного переселенца, совершенно незнакомого человека. В этом как раз-таки и есть проявление патриотизма и понимания ситуации в стране. И отдельные случаи, которые нам известны, что было какое-то другое отношение, но эти случаи, они очень оперативно исправляются. То есть проблемы с устройством ребенка в школу и в садик нету. Это одно из главных условий, чтобы пара могла трудоустроиться и решать все свои
скажем, проблемы, связанные с жильем, связанные с другими социальными какими-то вызовами уже самостоятельно. Мы смотрим оккупационные СМИ в Крыму, российские СМИ, которые говорят, что из Украины вынужденные переселенцы снова возвращаются в Крым массово. Можно ли про это говорить? Есть ли такое? Ну, знаете, я не хочу давать оценку методам пропаганды страны оккупанта, но они будут использовать любой случай, и чем больше этот случай массовый, тем легче его как бы внести в, скажем, сознание или запустить в... Были, может быть, какие-то случаи. И они всегда есть, что один или второй, или одна семья, или другая семья по каким-то причинам понимает, что не получается. Это же не только зависит от места в садике или от, скажем, возможности обустроить ребенка в школу. Есть разные причины. Факторов много, может быть, Факторов очень много. Но любой вариант того, что человек возвращается с Украины обратно в Крым или обратно в Донецк или Луганск, естественно, что этот человек попадает под эту машину пропагандистскую, и факт самого возврата ими обыгрывается в том ключе, в котором им выгоден. Крым уже почти 3 года находится в оккупации, но руководство Украины, президент, парламент или же правительство не представило стратегию деоккупации Крыма. Есть ли эта стратегия? Видели ли вы ее сами своими глазами? Читали ли? Есть разного рода документы, и есть определенные рамки, за которые я как чиновник не могу выйти. Но если я вам скажу, что работа над такими документами, она никогда не прекращалась, и что, скажем, в ближайшем времени эта работа подходит к завершению, это не значит, что работа по деоккупации не начиналась. То есть, так или иначе, каждый орган центральной власти в силу своих функциональных возможностей, в первую очередь, да, и обязанностей, которыми теми наделено в силу государственной власти, оно так или иначе решало определенные вопросы. Другое дело, что с появлением такого документа эти вопросы будут решаться более в системном ключе. Это просто упорядоченность будет действия, возможно, власти. Но как раз-таки это можно будет говорить как о системном подходе, и не о том, или не о каких-то разрозненных действиях. Будет ли презентация этой стратегии, или же государство не должно презентовать то, что оно будет делать для возвращения оккупированных территорий? Если бы решение об необходимости презентации зависело только от меня, я бы, наверное, принял бы такое, чтобы его не презентовывать. Потому как мы не играем, скажем, на одном поле с соперником, который равен нам по силе и равен по возможностям, по ресурсам. Поэтому чем меньше будет о наших планах знать наш визави, то тем лучше и эффективнее будет для тех задач, которые мы планируем решать. Ну, свои планы, свои, к примеру, предложения предлагают эксперты, создают свои белые книги, были по деоккупации Крыма. Вы тоже принимали участие в презентации этой книги. И что эксперты предлагают, каким образом будет проходить деоккупация, если вообще сказано? Все эксперты сходятся в одном мнении, что действия государственной власти, всех ее ветвей, независимо от названия институции, независимо от того, есть министерство по оккупированным территориям или нет, то все эти ветви власти должны иметь четкую позицию и четкую линию по решению этих вопросов. Не должно быть так, что одно ведомство как бы приняло решение по, скажем, какому-то конкретному вопросу и не хочет к этому моменту возвращаться. Ситуация задачи, с которыми нам приходится сталкиваться, они требуют настолько оперативного вмешательства и настолько скоординированного вмешательства, что от появления вот такого рода координации и общей как бы идеи и общей цели, то, о чем говорят эксперты во всех этих исследованиях. Пока проследить это очень сложно. Есть ли понимание всего правительства, вашего министерства, что вы делаете? Поддерживает ли правительство те шаги, которые вы презентуете, может быть, делаете? Однозначно нельзя ответить на этот вопрос по той простой причине, что задачи перед, скажем, правительством ставят разные, приоритеты обозначены.
И естественно, что в решении этих задач министерство будет принимать определенные участие. Ну, смотрите, если возьмем крымчан, чтобы вклеить фотографию, получить паспорт, кому-то 25 лет, кому-то 45, и кому-то ребенку нужно получить паспорт, вынуждены выезжать в административные центры, это Херсонской области, кто-то в Киев ездит ради этих целей. До этого говорили, что на административной границе будут созданы специальные административные центры, куда люди смогут выезжать и получать помощь. Но почему-то этих центров еще не видим. Идут ли работы по созданию этих центров? Ну, давайте так. Любое строительство, оно определено определенными какими-то условиями. Это и ресурсная, и временная. Да? Вот, если говорить о том, чтобы у нас уже было время, чтобы это все сделать, это неправильно, потому как мы как бы фактически работаем те вот 4 месяца, о которых мы с вами говорили в начале передачи. А второе, ресурсы, мы очень надеемся, что в бюджете 2017 года мы, когда говорю я, мы говорим о министерстве, что появится определенная строка, в которой мы сможем как раз-таки решить эту задачу по открытию такого вот центра административных услуг, но он будет шире, чем по всей Украине, там будут разного рода услуги предоставляться для того, чтобы человек, обратившись однажды туда, уже мог получить практически весь пакет тех и решить весь объем тех задач, которые перед человеком имеется в виду, перед гражданином Украины, проживающим в оккупированной территории. А министерство попросило уже, чтобы деньги предусмотрели в бюджете 2017 года? Наши заявки есть, конечно. И рассматривается ли, к примеру, может быть, в министерстве есть уже программа, как эти пункты будут работать, чтобы, к примеру, крымчане, находясь в Крыму, подавали заявки через интернет, чтобы не нужно было по 2-3 раза выезжать, пересекать админ-границу, выехать один раз и получить те необходимые услуги и получить свои документы и справки? Ну, смотрите, если идет речь о какой-то там справке или о каком-то там документе, который не требует верификации источников как бы, информации, то это один вопрос. То, конечно, подав заявку на такую справку, можно ее будет получить, там, приехав и получить. Но если процедурные моменты отрегулированы таким образом, что человек, обратившись, должен присутствовать сам, что человек, обратившийся за решением того или иного вопроса, должен предоставить оригиналы каких-то документов лично, то от этих процедурных моментов уйти нельзя. Но то, что в этих центрах будет, скажем, и горячая линия, и онлайн, и в телефонном режиме, которая будет давать возможность, во-первых, получить полную консультацию по тому или иному вопросу, это однозначно. И естественно, что это облегчит как бы, уже сам процесс решения этого вопроса, который стоит перед гражданином. Я зрителям напомню, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если есть интересующие вопросы, звоните нам и можем задать первому заместителю. Юсуфбей, хотел бы спросить, смотрите, есть такие случаи, когда люди приезжают сюда на материк, чтобы получить свидетельство о рождении на ребенка. Поэтому тоже Министерство юстиции говорило о том, что можно будет получить за сутки, но это не получается. Там приходится 2-3 суток, потому что суды оперативно не могут принять решение, чтобы признать факт рождения ребенка. В этих случаях министерство как-то будет ли требовать от Министерства юстиции ускорить эти процессы, может быть? Ну, мы не вправе что-то требовать, но мы вправе обращать внимание и предлагать определенные механизмы для решения этого вопроса. Дело в том, что вот ряд вопросов, которые были решены, или механизмы по решению которых были предложены вот в начале 2014, потом в 2015 году, они были решены в рамках того законодательства, которое как бы, ну, предполагает мирное время. Да? Никто не думал, что сам факт подачи заявления в течение и обязательства судов в течение одного рабочего дня принимать это заявление, это не означало, что будет выдано решение, это не означало, что на основе этого решения уполномоченные органы будут выдавать уже тот документ, который... Сегодня мы имеем такую картину, что людям для получения свидетельства о рождении или оформления свидетельства о смерти человека необходимо пересечь 2 или 3, 4 раза границу. Из-за того, что разные органы, разные формы работы. И это, естественно, не устраивает в первую очередь граждан. И как бы и реакцию этого всего мы знаем. У нас есть телефонный звонок, да. Алло, мы слушаем вас.
Мен Yusuf Efendi'ye bir sual vermek istiyorum. Kırım'dan gelген, mesela балалар, люди, подростки, достигшие 16-летнего возраста, желающие получить украинский паспорт, приезжают сюда на материковую Украину, в Херсонскую область. Но так как вам известно, в течение одного дня эта процедура не заканчивается, ему на это нужно месяц времени. А если, допустим, ему нужно сегодня, он приехал, обратился в паспортный стол с заявлением о получении украинского паспорта, и сегодня же ему надо вернуться. Как поступить в таком случае, если он назад уже выехать не может, пока он не получит на руки паспорт? Спасибо большое. Мы неоднократно поднимали этот вопрос перед Государственной миграционной службой. Но наши коллеги тоже зажаты в рамках тех процедурных документов, которые четко выписывают, как они должны поступать в той или иной ситуации. Ситуация, которая связана с людьми, которые оформляют этот паспорт, естественно, что она не должна быть в такой или не должна оставаться именно такой, какой она сейчас есть. Мы на разных рабочих группах поднимаем эти вопросы, но система сама, скажем, принятия решений и реализация этих решений, она не всегда идет в том темпе, который хочется нам, и тем более не в том темпе, который хочется нашим гражданам. Поэтому я думаю, что эти вопросы, и я благодарен то, что они звучат, и мы имеем возможность о них узнавать. И я думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы сможем каким-то образом упростить. И если возвращаясь уже по свидетельству о рождении, то вот тот механизм, который был предложен тогда, вот сегодня по истечению определенного времени показывает его неэффективность по той простой причине, что люди вынуждены несколько раз пересекать эту границу. Это в первую очередь и ресурсы. Потому как однажды, приехать один раз и уехать, это все-таки определенные средства, и человек во второй или в третий раз будет думать о том, что есть ли необходимость ему тратить эти деньги. Поэтому нам надо максимально эти процедуры упростить, чтобы человек, приехав однажды, мог решить конкретную проблему и уже вернуться с решенной проблемой. И это очень много зависит от того... У нас еще один звонок. Я закончу. От профессионализма принимающих чиновников, принимающих, скажем, коллег, потому как от уровня вашего, скажем, общения с этими людьми зависит та обратная реакция, которую он привезет в Крым, а это очень важно, чтобы она была положительной. У нас есть звонок из Крыма, мы слушаем вас. Салям алейкум. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Звонок прервался. И смотрите, говоря о паспортах, зрительница позвонила по поводу гражданского паспорта. Есть вопросы, зрители пишут по поводу того, что с загранпаспортами проблемы на получение несовершеннолетних детей, которых нужно вывозить, если они старше 14 лет. С ними вместе нужно получать. Поэтому, если бесплатно получать, это 21 день, рабочий день. Бесплатно там нет ничего. Там оформление в 21 день – это нормальная Но это сумма. тоже платная, но там сумма 200, да, небольшая сумма. 279 плюс 34 – это небольшие деньги. Но, опять-таки, я же говорю, что все органы, которые занимаются выдачей каких-то документов, а это документы государственного образца, это государственные паспорта, это паспорта граждан Украины для зарубежных поездок или гражданский паспорт. То есть все эти процедуры, они очень четко выписаны. От нашего желания просто, скажем, облегчить для определенной категории граждан очень не будет никакой пользы, хотя желание очень большое. Нам... Просто людям затратно бывает приехать, им нужно или же жить здесь на материке. Еще раз повторюсь, что все эти вопросы нам известны. По крайней мере, мы в том рабочем порядке, который нам приходится иногда вмешиваться и пытаться помочь, это можно делать, но это тоже не выход и не решение. Мы должны дойти до того, чтобы был определен особый порядок выдачи таких документов для тех граждан, которые сегодня находятся на оккупированной территории. Говоря о постановлении 1035, оно такое нашумевшее, которое было принято в прошлом году,
После начала гражданской блокады Крыма многие жалуются на это постановление, многие уже подали иски в суд, что оно нарушает их права. Есть ли альтернатива этому постановлению, разрабатывается ли, есть ли оно уже? Я, наверное, уже повторюсь, но это постановление, оно было принято в соответствии с законом о свободной экономической зоне. Это постановление было, правильно, как вы сказали, принято после начала гражданской блокады Крыма, когда были остановлены потоки товаров и так далее, и так далее. Но любой документ, который принимался в том временном режиме, который был в тот момент, он не мог быть, скажем, успешным по той простой причине, что он принимался в очень короткий период времени. Вот. Сегодня есть законопроект, который зарегистрирован, инициативы, которые выступило министерство, и оно проходит согласование во всех центральных органах исполнительной власти, который направлен на, скажем, отмену этого закона. И в этом законе мы вносим дополнения в другие законы, где Кабинету министров будет дано право самому своими постановлениями, своими законодательными нормативно-правовыми актами регулировать эти особые моменты. И то же самое у нас зарегистрирован проект изменений к этому закону 1035, который как раз-таки призван в ближайшее время снять те, скажем, сложные вопросы, которые возникали с переездом, с перевозом. Там просто личных жесткий вещей. перечень есть, да, который Отменяет этот жесткий перечень товаров, который дает возможность людям перевести свои личные вещи, дает возможность людям перевести своих там личных домашних животных. То есть будет определенное послабление, но опять-таки этот проект постановления, если будет утвержден, он будет иметь тоже временный характер, пока не будет тех изменений в законодательстве по отмене закона о свободной экономической зоне Крым и уже по выработке тех новых нормативных актов, которые будут регулировать каждую, скажем, ситуацию в отдельности. А законопроекты уже находятся в Верховной Раде или еще в министерстве? Пока еще они в разработке? Нет, в Кабинете министров они проходят согласование. После утверждения Кабинетом министров они попадут в Верховную Раду. Это имеется в виду только о законе о свободной экономической зоне. О проекте постановления 1035 он проходит согласование в министерствах и будет утвержден уже на заседании Кабинета министров. Процедуры несколько разные. Недавно был проведен форум в Киеве по поводу временно перемещенных лиц, и участвовали там народные депутаты, ваш коллега Георгий Тука, и говорили о том, что вопросам временно перемещенных лиц не уделяют должное внимание и финансирование. Действительно ли так? Ну, смотрите, если мы будем говорить об эффективности, да, то социальная защита как бы вынужденных переселенцев, она определенным образом осуществляется, которая предполагает компенсацию какую-то материальную и помощь материальную ежемесячную. Естественно, что разные категории граждан по-разному относятся к этой помощи. Кто-то отказывается от нее, а кто-то, наоборот, скажем, очень нуждается в ней. Вот. Говорить о том, что это единственная проблема, которая стоит перед вынужденными переселенцами, нет. Основная задача перед ними – это как раз вот то жилье, которое они сегодня уже на протяжении этого всего времени снимают за свои собственные деньги. Той помощи, которую выделяет государство, ее недостаточно, чтобы компенсировать стоимость этого жилья, аренды этого жилья. Поэтому разные инициативы и разные, скажем, по объему ресурсов эти задачи. Если говорить о наделении жильем такого большого количества, 1,5 миллиона, это все равно, что построить еще один город. Большой город. Большой город. Миллионник, да? Естественно, что это не такая задача, которая решится... Можно связь, то, что прервался, да, сейчас дозвонились, да, до нас. Алло, слушаем вас. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Telefon açıyor. Айтыңыз. Ben senin soramaya Yusuf Bey. Buna var adamlar pensiye almaylar. Nasıl bunlar gelecekler Ukrayna'ya anda olacak öyle mesele yok.
Ну, это месяц. Э. Если говорить о О получении пенсии, они в Крыму, многие здесь старики наши не получают. Ну, вопросы пенсионного обеспечения – это как бы тоже вопросы, которые очень, скажем, четко регламентированы. Если тот пакет документов, который будет у человека при переезде, будет соответствовать тому объему пенсии, которую он заслуживает, она ему будет начислена, и он должен будет ее получать. Если же в Крыму люди не могут получить, им отказывают, они могут ли обратиться? В Крыму, опять-таки, мы, как государство, сегодня в правовом поле Крыма не имеем возможности присутствовать. По какой причине ему отказывают там? Если эти причины не являются, скажем, основными или основополагающими для того, чтобы отказать ему здесь, это надо в конкретном случае конкретно разбираться, и лучше всего с таким вопросом обратиться в соответствующие органы, чтобы получить эту консультацию. Я не думаю, чтобы не было возможности, прежде чем ставить этот вопрос, проконсультироваться. Мне кажется, есть смысл в пенсионных службах этот вопрос поднять, потому как по каждому отдельно взятому пенсионеру там будет отдельная история. Юсуфбей, если же у наших зрителей будут вопросы, где вас искать, куда обращаться? Сегодня, в ближайшие дни, или, скажем, до Нового года в Херсоне должен заработать региональное наше представительство. Представительство министерства. Человек, который будет возглавлять это министерство, уже на днях будет приступать к выполнению своих обязанностей. То, что касается непосредственно, если обратиться в министерство. Если нет, в Киеве мы находимся на бульваре Лесей Украинки 2. Это здание Киевской областной администрации. А на сайте, в интернете есть все телефоны, по которым можно дозвониться и получить необходимую информацию. Юсуфбей Чоксаловна, что пришли к нам в студию. А зрителям напомню, что нашим гостем сегодняшнего эфира был первый заместитель министра по временно оккупированным территориям и перемещенным лицам Юсуф Куркчи Чоксаловна. А мы с вами встретимся в это же время в следующую субботу. Салх Михайловна.